Юрий, это лодка. Юрий, Да. ты весною был на верховьях Волги. Весною был на верховьях Волги. Да. Так, там, вот смотри, вот мне представляется, что в прошлом не было вот такого налета зелени и травы в Печоре. Печора была судоходная, был сплав, и все это вот, эта тина смывалась. На Волге так же или нет? И где ты был на верховьях Волги? Вот мне тоже казалось, что эти заросли, они вот, ну, как бы характерные. Но мне Женя, житель, где мы остановились, Шахтаров, сказал, что весна и лето до августа месяца пойма этой реки Печоры и дно чистое, светлое и не заросшее вот таким. Это было раньше, это Нет, было он раньше. сказал, что и в этом году так. Только в этом году так. И в этом году так. А говорит, это он связывает с цветением. Ну, вода зацвела. А говорит, это была чистейшая, и камнишки, и все было чисто. Я не знаю, это его наблюдение. Но это, с одной стороны, это так. А с другой стороны, все же изменения есть. И экология планеты, конечно, влияет. И вообще обстоятельства, и время, которое сейчас идет, оно характерно для того, что эта река раньше была полноводная, широкая и более светлая, а теперь вот она немного уменьшилась, и даже значительно уменьшилась вот в своем полноводности. Но это характерно, теперь мы знаем, не только для этой реки. Сейчас вот показывают и в программах прессы о том, какие огромные изменения произошли в сибирских реках и какие участки и великих рек сегодня прямо вот уменьшились в размерах и пересыхают, вот уменьшается их полноводность. Это связано с большими изменениями, которые предшествуют, которые предсказаны нами, которые предшествуют великому переходу, квантовому переходу. Квантово-волновому. И вот это все взаимосвязано. Вот. Но здесь следующее. Вот в моем понимании, это все есть вот рукоделие, рукотворие, а вернее сказать, рукотворство человека. Потому что сейчас все сплошняком вырубается. Да. Болота осыхают, весною, получается, снег тает неравномерно, а очень быстро. Отсюда наводнение, а потом летом и осенью получается, что реки становятся маловодными, скорость течения уменьшается, и все заиливается. Я с тобой целиком согласен, потому что эта планета искусственно созданная для создания здесь супер-мега-цивилизации, величайшей цивилизации космического масштаба. Планета была дана первопоселенцам, собранным со всех планет окружающих здесь для того, чтобы эту цивилизацию... Для того, чтобы создать рай. Нет, цивилизацию. Она была раем, когда боги ее заселили. Она была раем. И по сценарию, который творил великий создатель,
вот должна была да, ну, А сейчас стало чем? А сейчас, по-моему, эти боги должны были стать человеком, погрузиться, одухотворить землю, материализоваться и снова возродиться и стать богами, чтобы эта планета превратилась в великую школу богов а сейчас, для будущих и для всего космического пространства. а сейчас она превращается в ад. Да, вот ее. Вот, она Так сейчас и- превращается в ад. Для всего живого. Но история повторяется, и наша задача снова возродить, вспомнить то, зачем мы здесь, и снова вернуть состояние планеты в первозданное состояние, сделать ее адом, чтобы люди жили в Раем. гармонии с природой, в согласии с собой.